В эфире «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. Буквально на днях вышел указ главы республики о стратегических направлениях развития образования в Республике Саха-Якутия, определяющий приоритетные задачи системы образования Якутии. О том, какие задачи ставятся перед образованием, как и в какие сроки достичь их, мы поговорим сегодня с министром образования и науки Республики Владимиром Егоровым. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Какие наиболее основные моменты вы можете выделить в этом документе, на что нужно обратить особое внимание? Здравствуйте. Вот те указы, которые сейчас подписывает глава, вот сейчас это указ об образовании, они все взаимосвязаны. Буквально недавно вышел указ о социально-экономическом развитии республики. И, конечно, образование – это тот самый драйвер развития нашей республики, развития и в социально-экономическом направлении. И здесь у нас выделены три таких направления, три основные цели. Это и развитие конкурентоспособности человеческого капитала. То есть здесь наше образование должно стать одним из лидеров в Российской Федерации. И указано даже конкретно, что мы должны войти в 15 лучших субъектов. И кроме этого, у нас должна быть выработана такая система в образовании, чтобы выявлять, развивать таланты в каждом ребенке. И, кроме того, большое внимание уделено именно воспитательной части, то есть наши дети должны быть гармонично развитыми, социально активными личностями. Вот на эти три основных направления как раз-таки поставлены основные задачи, определены конкретные сроки, конкретные показатели. Вот, выполняя этот указ, мы должны совершить некоторый прорыв в системе образования республики. Владимир Анатольевич, вы уже упомянули, что республика должна попасть в 15 лучших регионов России по качеству образования. А вот как вы считаете, на какие направления для этого нужно сделать упор? Ну, вы все знаете, что президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача России войти в десятку лучших по всему миру по общему образованию. Поэтому вот именно общее образование является, конечно, таким самым большим значимым сектором. И именно на качество общего образования нужно обратить общее внимание. И не случайно в указе под пунктом 2.1 как раз-таки стоит разработка системы мониторинга качества общего образования. Но у нас здесь показатель несколько шире, охватывает не только общее образование, но и другие ступени образования. Поэтому нам предстоит еще выработать определенные такие подходы к оценке того, в каком месте мы находимся. Ну, по общему образованию, если говорить, что мы находимся примерно в середине, то по среднему профессиональному образованию на самом деле мы довольно-таки на хороших позициях. Вот, например, на чемпионате WorldSkills мы заняли 15 место. И вот буквально недавно закончился конкурс среди профессиональных образовательных организаций по направлению воспитания обучающихся, воспитания студентов. И наш индустриально-педагогический колледж там в этом конкурсе занял 9 место. Поэтому достижения определенные у нас есть, но нам уже нужно обратить внимание не только вот на такие конкурсы, а именно чтобы наша экономика пополнялась востребованными высококвалифицированными кадрами. Достижения есть, но есть еще к чему стремиться. Да. Вот в указе говорится о создании к 2021 году современных условий для раннего развития детей путем обеспечения дошкольным образованием всех детей от 2 месяцев до 3 лет. А каким образом это будет внедряться? Получается, что вот вообще говоря, для того, чтобы достичь хороших результатов в образовании, обязательно нужно начинать с самого раннего возраста. Это вот одно из направлений, на что направлен вот этот раздел. Да? А второе, это то, что вот все-таки молодые родители, молодые мамы тоже вполне такого работоспособного возраста и уже, как правило, с хорошей квалификацией тоже имеют возможность пойти работать. И вот с этой целью на самом деле ведется работа в нескольких направлениях. Да? Это и строительство новых детских садов, реконструкция, выкупы помещений, да?
Также и ведется работа в направлении привлечения негосударственного сектора. У нас уже в этом направлении тоже есть определенные успехи. Да? Для строительства, выкупа и приобретения мы работаем с федеральным правительством. В 2018-2019 году у нас уже мы достигли, что нам выделят 1 миллиард 271 миллионов рублей. И, соответственно, у нас будет создано 1287 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. Кроме этого, будет большое внимание уделено именно учебно-консультационной методической работе с родителями, с тем, чтобы наши дети с самого раннего возраста уже были под пристальным вниманием и развивались правильно и могли раскрыть все свои способности. Вот также в указе говорится, что к 2024 году должен быть создан научно-образовательный центр международного уровня для работы с талантливыми детьми и молодежью. И охватить он должен не менее 10 тысяч школьников. Вот что он будет из себя представлять? Сейчас система выявления, развития, поддержки талантливых детей, она в основном опирается на Малую академию наук. Мы знаем, сейчас строится учебно-лабораторный корпус Малой академии наук, новый. Сейчас, если охват детей порядка 5000, то мы надеемся, что со строительством этого учебно-лабораторного корпуса этот охват увеличится. Кроме того, у нас строится международная арктическая школа. Также у нас есть задумки о строительстве нового детского центра по отдыху и оздоровлению детей. И вот это все в комплексе должно дать нам такой хороший охват и развитие детей по всем направлениям, и по интеллектуальному направлению, по творческому, и по физкультурно-спортивному. И такой охват 10 тысяч мы постараемся обеспечить. Да. Также в этом году планируется создание Центра опережающей профессиональной подготовки в системе среднего профессионального образования. В этом плане видите развитие системы среднего профессионального образования республики? Конечно, вообще говоря, система среднего профессионального образования, она у нас развивается довольно динамично, и она должна стать достаточно гибкой для того, чтобы успевать за теми потребностями, которые у нас возникают, меняются и так далее. Да, и с этой целью мы должны создать этот центр для того, чтобы самые востребованные новые профессии и специальности можно было готовить там усилиями, может быть, не одного какого-нибудь специализированного колледжа или техникума, да, а силами, скажем, более такими распределенными. Потому что у нас, кроме этого центра опережающей профессиональной подготовки, также будут еще и в планах 50 мастерских по всей республике. Да, и это в комплексе таким сетевым образом можно готовить востребованные кадры для экономики республики. Также к 2021 году, возвращаясь к указу, да, должна быть сформирована современная образовательная инфраструктура в образовательных организациях, в том числе путем создания территориальных образовательных кластеров, комплексов. Еще какие-то есть другие пути? Да, конечно. Кроме того, что на самом деле уже сейчас потихоньку начинает такая интеграция в образовании происходить, да, мы большое внимание уделяем, уже начинаем уделять цифровизации образования. У нас уже сейчас функционирует Институт новых технологий, который внедряет дистанционное образование, в том числе среди детей-инвалидов. И мы буквально недавно выиграли в конкурсе на субсидию по цифровой образовательной среде на 2019 год и планируем, начиная с 2019 по 2024 год, охватить этим цифровым, можно сказать, образованием или внедрением цифровой образовательной среды все наши районы, с тем, чтобы каждый школьник в любой самой отдаленной школе мог получать знания от самых лучших учителей России, может быть, даже мира. То есть когда у нас появится высокоскоростной интернет, в указе это тоже зафиксировано, да, что в каждой школе у нас должен быть высокоскоростной интернет. В 2024 году даже зафиксировано, с какой скоростью, да, 50 мегабит в секунду, то,
действительно у нас будет доступ к качественному образованию у каждого школьника. Вот это на самом деле самое главное. Ну, конечно, на все это, конечно, уйдет какое-то определенное время. А вот через 6 лет в каждом муниципальном районе и городском округе нашей республики должны быть созданы муниципальные детские технопарки. Вот можете, пожалуйста, об этом поподробнее рассказать? На самом деле вот это вот направление, да, конечно, сейчас уже бурно развивается. Вот сейчас поставлена задача в национальном проекте образования в каждом регионе, чтобы был детский технопарк «Кванториум». Пока это примерно в половине регионов, в том числе и у нас. Мы в прошлом году уже осуществили эту задачу. Да? У нас есть большой, хороший детский технопарк «Кванториум» в городе Якутске. Он хотя и работает на всю республику, но этого на самом деле недостаточно. Да? И поэтому сейчас мы ведем работу, чтобы уже в каждом районе был свой детский технопарк, потому что он занимается тем, что развивает самые современные направления, куда могут пойти учиться школьники. И не только, скажем, дает им какие-то навыки вот, чисто вот по, допустим, программированию, робототехнике и так далее, да, но дает и профессиональную ориентацию, во-первых, да, а во-вторых, и воспитывает определенные качества, и командную работу, критическое мышление и, ну, и так далее, да, самые современные качества, которые вот нужны сейчас детям, да. Поэтому у нас сейчас уже в 12 районах уже силами муниципальных властей и при поддержке нашего министерства, методического руководства со стороны «Кванториума» открыты уже детские технопарки. Да, вот буквально недавно открылся технопарк в Верхневилюйске, открылся технопарк в Жиганске. Поэтому вот в этом направлении работа идет, и все на самом деле наши педагоги, педагогическое сообщество, да, оно, вообще говоря, поддерживает и старается вот в этом направлении работать. И я думаю, муниципальные власти смогут у себя сделать такое, ну, естественно, при нашей поддержке со стороны региональных властей. Ну и, конечно, понятно, что мы и с федеральными властями также работаем, вот, и получаем оттуда тоже определенную поддержку. Ну что ж, Владимир Анатольевич, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». Мы с министром образования и науки республики Владимиром Егоровым говорили о стратегических направлениях развития образования.